В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Петр Васильев. Здравствуйте, вот основные темы этого выпуска. Владимир Путин официально вступил в должность президента страны. В Москве состоялась торжественная церемония инаугурации. Ледоход и навалы льда. Озвучим последние данные по водохозяйственной обстановке на реках республики. Трофеи СВО на Поклонной горе. В Москве начала работу выставка военной техники, захваченной российскими военными. С прицелом на очередные медали якутские кроссфитеры после успеха на Всероссийском фестивале готовятся к новому старту. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники радиовещания. Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок до 2030 года. Об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин после того, как Путин принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Владимир Путин принес присягу народу, Зорькин передал ему символы президентской власти, в том числе президентский знак – золотой Георгиевский крест с изображением герба России и девиза «Польза, честь и слава» на золотой цепи. В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. И сейчас обращаюсь к каждому гражданину России. Только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу. За инаугурацией президента без преувеличения наблюдала вся страна. Так, в Якутске в Доме профсоюзов собрались лидеры общественного мнения, представители молодежных организаций и активисты. Многие из них подчеркнули важность причастности и наблюдения за инаугурацией. Помимо этого, по окончанию они поделились своими впечатлениями и высказали свои надежды, связанные с новым президентским сроком. Все прекрасно знаем, что без президента России государства нету. От президента России зависит все, кто там находится и кто будет руководить, потому что в данный момент человек, который сейчас будет находиться президентом Российской Федерации, все зависит от него. Поэтому такой человек, который народ выбрал, значит, он достоин. Мы его верим на будущее. В данный момент, конечно, очень много проделано. Перейдем к другим темам. На реке Лени у поселков Витим и Пеледу и Ленского района наблюдается ледоход и навалы льда. Нижняя кромка ледохода отмечается выше гидропоста Крестовский Ленского района. Также ниже по течению наблюдаются подвижки льда у села Хамра и самого города Ленска. Тем временем на реке Алдан наблюдаются разводи и подвижки. В селе Амга и Буяга Амгинского района идет густой ледоход. На реке Тата также наблюдается течение воды поверх льда, при этом уровни находятся ниже отметки нулевого поста. На реках Севера, Анабар, Яна, Индигирка и Колыма наблюдается ровный ледостав, сохраняется зимний режим. И у нас новая информация, корректировка прогноза по скрытиям на верховьях реки Колыма. Значит, Колымская ГУМС дает на неделю раньше срока скрытия у поселка Каркадон. И это рядом с поселком Зырянка, где расстояние располагает 257 километров. По остальным водным объектам севера и северо-востока пока наблюдаем ледостав. Около 700 квалифицированных специалистов и рабочих понадобится в скором времени золотодобывающей отрасли Алданского района. Работников планируется привлекать в том числе по республиканской программе «Кадры в промышленность». Их профессиональные навыки и знания понадобятся на строящемся горно-обогатительном комбинате «Хвойный». Подробности расскажут наши коллеги.
С высоты птичьего полета видны масштабы будущего горно-обогатительного комбината «Хвойный» в Алданском районе. На одноименном месторождении уже вырисовывается скелет золотоизвлекательной фабрики, внутри которого пока еще видны внутренние органы, мельницы и другие механизмы. Совсем скоро каркас зашьют сэндвич-панелями, которых, по данным строителей, понадобится 36 тысяч квадратных метров. А еще строительство ЗИФ – это 18 тысяч кубометров бетона и 4600 тонн металлоконструкций. На данный момент проведены работы по монтажу металлоконструкций в объеме 600 тонн из 900 на главном корпусе. По бетонным работам, значит, произведено устройство фундаментов под каркас здания в 100% объеме. Сейчас производятся работы по фундаментам под оборудование. Также продолжаются работы по монтажу самого главного корпуса, по монтажу энергоблоков, по монтажу фахверковых устройств и стеновых панелей. Оттепель придала импульс к увеличению темпов строительства золотоизвлекательной фабрики. Сейчас на возведении объекта трудятся более 250 монтажников и строителей. Вместе с фабрикой появляется инфраструктура ГОКа. Подрядчик уже построил общежитие для своих сотрудников, чтобы работа и отдых были в комплексе. Немаловажно, что это все находится в непосредственной близости от объекта строительства, что сокращает на минимум все передвижения, перемещения. Возможно, будет и день более эффективно использовать. Пуск промышленного объекта запланирован на конец 2025 года. Производительность второй ЗИФ холдинга «Селигдар» составит по переработке 3 миллиона тонн руды в год, а планируемая производительность фабрики при таких объемах – 2,5 тонны золота. Обслуживать ГОК будут порядка 700 работников. Работа по подбору персонала уже начата, равно как и привлечение людей на дальнейшее строительство ГОКа. Уже на площадке находится около 250 человек. В ближайшее время дополнительно будут мобилизованы ресурсы до 300 человек. И в пике, в летний сезон, будет до 450-500 человек. Это позволит к окончанию летнего сезона обеспечить закрытие тепловых контуров и предоставить возможность выполнять работы по монтажу оборудования уже внутри корпусов. Масштабы стройки, помноженные на суровый климат и непростую логистику, это серьезный вызов как для подрядчиков, так и для полиметаллического холдинга в целом, у которого в планах более масштабные проекты. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. В день празднования Дня радио в Якутске наградили работников отрасли информационных технологий и связи. Государственные ведомственные награды вручили 37 работникам за заслуги в развитии связи и внедрения новых информационных технологий. Лауреатом государственной премии Якутии имени Петра Дудкина стала ветеран труда, почетный радист СССР компании «Арктик Телеком» Нина Кузьмина. На торжественной церемонии ведомственные награды и благодарственные письма вручили заместитель председателя правительства республики Анатолий Семенов и министр инноваций и цифрового развития республики Василий Ефимов. Все якутское телевидение развивалось именно на моих глазах, которое начиналось с одной программы НВК. Это было для меня большим потрясением, в общем-то. Я даже не ожидала ничего подобного. Конечно, очень приятно, я очень горд, что у меня есть эта награда, но надо сказать, что любая награда в сфере связи, она скорее коллективная, чем индивидуальная, потому что связь – это работа коллективная. То, что делаю я в телевизоре, это и я, это и операторы, и звукорежиссеры, и режиссеры, и редакторы. То есть очень большой коллектив, и вот я считаю, что вот эта награда как раз за наш общий вклад, ну, так как я чаще других появляюсь в кадре, вот ее вручили мне, но я обязательно передам большое спасибо всем своим коллегам. Именно 7 мая в 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал первый в мире приемник. Тогда же состоялся и первый сеанс радиосвязи. О роли радиовещания в Якутии расскажет Надежда Саханская. Внимание, говорит Якутск. Едва только утро вставало над нашей страной, как в эфир шли первые позывные.
В первые 2 десятилетия 20 века в Якутии, подобно другим национальным окраинам России, радио имело неоценимое значение для просвещения населения, которое только начинало учиться читать и писать. В начале 20-го столетия на обширной территории в 4 миллиона квадратных километров проживало 280 тысяч человек. В трудных условиях 4 года строилась первая радиостанция в Среднеколымске и открылась в декабре 1918-го. К моменту образования советской автономии уже были установлены приемные радиостанции в Верхоянске, Алекминске, Вилюйске и Якутске. В эфире якутского радио большой популярностью пользовался литературно-музыкальный радиоальманах «Геван», выходивший на языках коренных народов республики. В первые 3 года своей деятельности редакторы собрали множество песен и сказок народов севера Якутии. Хронометраж собранных материалов составил более 25 часов. Было очень сложно оформлять, особенно молодежные передачи, литературные, потому что там хотелось что-то национальное, свое. Но какими-то отрывками где-то, откуда-то. Впрочем, радио Тетим не единственная радиостанция в Якутске. Сейчас их насчитывается около 20 штук. Это как ретрансляция сигнала федерального вещания, так и местные прямые эфиры. Так, в столице региона расположилась студия СТВ-радио. «Ваганское небо», «Нордический тип» – легендарная на самом деле песня в своем роде. И, конечно же... Сейчас охват вещанием в FM-диапазоне в Якутии составляет более 500 тысяч человек. Диджеи, работающие в прямом эфире, признаются, что быть причастным к радиовещанию уже неотъемлемая часть жизни. Когда ты выходишь в эфир и понимаешь, что твой голос слышат многие тысячи людей, это волшебство. Когда приходишь на станцию, ты начинаешь по-другому думать. То есть там уже забываешь про то, что надо сейчас картошку посадить и так далее. То есть у тебя идет эфир. И понятное дело, как он вильнет, никто не знает. И это цепляет. Как бы то ни было, День радио – праздник особенный и для коротковолновиков радиолюбителей, которые, даже будучи вдали от дома, находятся на одной волне с единомышленниками. И, разумеется, с теми, кто оперативно информирует о важнейших событиях или просто настраивает на позитивный лад. Надежда Саханская, Илья Сыромятников, Георгий Григорьев. Якутск. С начала года в Государственный фонд «Защитники Отечества» за мерами поддержки обратилось более 2300 граждан. Основные обращения связаны с получением денежных выплат, медицинской помощью, реабилитацией, психологической и юридической помощью, а также санаторно-курортным лечением. За этот год зафиксировано более 900 обращений по медицинским вопросам. На персональном сопровождении находится 1800 человек. Филиалом ведется работа по оформлению документов. На сегодня 47 ветеранов спецоперации получили свои удостоверения. Документы 237 участников СВО направлены на рассмотрение в Центральную комиссию Минобороны страны. На сегодня оказываем содействие 17 подопечным в получении дополнительных технических средств реабилитации и спортивных протезов. Совместно с администрациями муниципальных районов и экспертами Всероссийского общества инвалидов проведена работа по подготовке документов для адаптации жилых помещений 13 участников специальной военной операции с инвалидностью. По итогам рассмотрения экспертного совета Госфонда 4 ветеранам боевых действий с инвалидностью одобрены заявки по адаптации жилого помещения. В Москве появилась еще одна уникальная выставка, куда хотят попасть тысячи. В Парке Победы на Поклонной горе открылась экспозиция трофейного оружия американского и европейского военпрома. Вся техника была захвачена российскими военными в ходе спецоперации. Какие разрекламированные западные танки и боевые машины пехоты там можно увидеть и как с ними борются наши бойцы, узнавал Максим Кардозу. На Поклонной горе столпотворение. Даже похолодание в первые дни мая не остановило людей, которые своими глазами захотели увидеть трофейную технику. Министерство обороны представило свыше 30 единиц захваченных и уничтоженных танков, БМП, джипов, гаубиц, произведенных в 12 странах НАТО и их союзницах. И посмотреть на все это приезжают люди из самых разных городов. Мы приехали из Санкт-Петербурга посетить выставку, посмотреть. Нам очень все понравилось. Мы в восторге. Вот сейчас улетаем уже обратно, к сожалению. Мне кажется, нужно посетить самостоятельно, своими собственными глазами видеть, потому что новости разные бывают. И вот эта выставка, мне кажется, немножко помогает приоткрыть завесу того, что на самом деле там происходит.
Житель Якутска Сергей Слива тоже решил не оставаться в стороне, несмотря даже на серьезное ранение. Его мобилизовали в 2022. Сегодня он проходит лечение в московском госпитале. Наш земляк уверен, что подобные экспозиции важны и для тех, кто на линии соприкосновения, и для тех, кто остается на гражданке. Множество техники не видел сам лично на фронте. Из-за этого желание было посмотреть, как подбито, в каких местах. Наслышан, также и насмотрен, также через дроны видно где-то технику, где-то не видно. А вот так вот вживую она маскируется, все равно близко не подъезжает там к нашему рубежу, да, фронта. Все равно работает сдалека. А так все горит, подрывается все турами нашими. Наверное, самый популярный тут экспонат – это американский танк «Абрамс». Такой символ мощи западного военно-промышленного комплекса. Для многих экспертов он является непобедимым. Но здесь можно убедиться в обратном. Вот он, подбитый и сгоревший. И дронами можно сверху, потому что броня сверху только всего лишь 30 миллиметров. Вот. По бокам у него броня где-то 400 у башни, то есть его корнет прошивает спокойно. ПТРК наши прошивают, управляемые ракеты танков прошивают. Вот. Кроме этого, сразу можно бить и под башню, где механик, там вообще тоже 30 миллиметров всего лишь. То есть поражать можно всем, чем можно. То есть очень много средств у нас поражения есть в российской армии. То есть, вот данный вид, он как раз встретился с российской армией и почувствовал на себе мощь русского оружия. Выставка образцов трофейного оружия направлена на поднятие народного духа россиян. Граждане могут не только воочию увидеть успехи собственной армии, но и почувствовать сопричастность к будущей победе страны. Посетить экспозицию можно с 10 утра до 8 вечера, вход бесплатный. Работать выставка будет до 1 июня. После этого какие-то экспонаты передадут для изучения, а часть отправится в парк «Патриот». Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва. Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера в канун праздника Великой Победы проводит просветительские занятия. Так, сегодня учащиеся столичной школы номер 12 выслушали лекцию о фронтовых письмах. Дети смогли не только воочию увидеть письма солдат Великой Отечественной войны, но и ознакомились с фронтовым оружием. Отмечу, что в фонде музея хранится свыше 200 писем фронтовиков, среди которых и письма героев Советского Союза Федора Попова, Клавдия Красноярова, заслуженного учителя Якутской АССР Николая Егорова и многих других. Наши сотрудники отдела истории тоже проводят, знакомятся с оружием тех времен. Проводится у нас круглогодично, но в основном это у нас, конечно же, в мае месяце, в преддверии Дня Победы. Вчера у нас прошло одно мероприятие, и завтра у нас намечается тоже к этой большой дате. Стихи о победе читают жители Алмазного края. Конкурсом чтецов стихов о Великой Отечественной войне стартовал цикл мероприятий в Мирнинском районе, посвященных Дню Победы. На этот раз ежегодный конкурс собрал более 100 участников от 6 до 65 лет. Подробности в следующем сюжете. Знаменитый «Жди меня» Константина Симонова, «До свидания, мальчики» Булата Акуджавы, эти и многие всеми знакомые стихи советских и российских поэтов прозвучали в стенах Мирнинского театра. Участники ежегодного конкурса продемонстрировали навыки выразительного чтения стихов про народа-победителя. Конкурс поэзии «Народ-победитель» собрал 111 участников из Мирнинского района. Участники – это учащиеся средних общеобразовательных школ, участники творческих театральных студий поселка Светлый, Чернышевский. Это люди, которые работают на предприятиях и в организациях, учреждениях Мирнинского района. Возрастная группа этого конкурса от 6 до 65 лет. И в этом году все возрастные группы были у нас заполнены. У нас во всех возрастных группах есть победители. Жюри, которое оценивало выступление, обратило внимание на выразительность, четкость, артистичность конкурсантов. К слову, некоторые подготовились к выступлениям основательно. Например, участница православной гимназии Мирного Виктория Меркулова, которая получила гран-при конкурса, даже наложила себе грим. Голубыми, большими, как небо, глотками. Помнишь, как она сладко врывается в рот? Ты толкаешь ее языком и губами, и она тебе в самое сердце течет.
Я выбрала отрывки из поэмы «Зоя» автора Маргариты Алигер, потому что 2 года назад в нашей школе ставился полностью этот спектакль, и в этом году мы решили вынести небольшой кусочек на этот конкурс, чтобы все-таки показать, что у нас в школе есть такие талантливые люди, что мы можем такое ставить, что мы умеем, что мы достойны. Конкурс стал ярким и очень патриотичным событием для всех, кто принимал в нем участие. Он подарил, раскрыл множество талантов и, самое главное, напомнил о важных исторических произведениях. Анна Васильева, Мирный. В Якутске проходит отборочный этап всероссийского конкурса «Битва хоров». Сегодня свои музыкальные номера представили воспитанники детского сада «Остров сокровищ». Строгое жюри оценивало не только вокальное мастерство, но и общее сценическое представление, умение передать голосом художественный смысл текста. Конкурс, посвященный 79-летию годовщины Великой Победы, стал не только ярким праздником, но и важным шагом в формировании у детей патриотических чувств и уважения к истории своей страны. Обладателями гран-при стали воспитанники групп «Умники и умницы» и «Чуаранчик». Он не похож на пешехода, летчик, он не похож на моряка. 210 студентов СВФУ обучат по 11 профессиям в рамках федерального гранта от Центра российских студенческих отрядов. В этом году его размер составляет порядка 2,5 миллионов рублей, и по СВФУ студенты пройдут обучение в 5 колледжах. По всей республике по этой программе обучаются по 20 профессиям. Из них новыми направлениями гранта стали профессии вожатого, машиниста, автогрейдера категории «Д», а также водителя-погрузчика категории С4 и машиниста самоходного катка 4-го разряда. Обучение, отмечу, продлится до конца июня этого года. Мы начали реализовывать программу обучения студентов-бойцов российских студенческих стройотрядов. Конкретно по вузу, по всему СФУ у нас выиграли 11 лотов на 210 студентов. В колледже мы реализуем 2 специальности. Это 20 человек по монтажник по монтажу железных конструкций и сварщик ручной дуговой сварки. Обучение ведется очно, применение дистанционных технологий, и часть практического обучения выносится на базе работодателя. До начала 8-х международных игр «Дети Азии» осталось менее 2 месяцев. В Якутии продолжается активная подготовка, в том числе и капитальный ремонт спортивных объектов и студенческих общежитий, в котором будут проживать участники и волонтеры игр. О сроках и о том, какие ведутся работы, расскажет моя коллега Даяна Федорова. Тщательное ошкуривание, шпаклевка и покраска стен, чтобы отделка прослужила долго. Всего задействовано 4 подрядные организации, в каждой порядка 20 рабочих. Сегодня краску сделаем, а уже на этом этаже уже почти готово будет. На другие этажи сделаем завтра. Успею, конечно, успеют, я знаю. Но до конца месяца все здания успеют. В рамках ремонта в том числе заменят светильники, розетки и кабель-каналы. Двор общежития также приобретет улучшенный вид. Уже началась покраска стен в серо-желтую гамму. Производится ремонт и гидроизоляция фасада. В нашей бригаде именно вот по высотным работам сейчас нас 6, то есть 4 промышленных альпинистов, они непосредственно висят на веревках, да, а 2, один внизу обслуживает аппараты, и один наверху, то есть помогает при спуске на веревках. Мы, получается, без выходных с перерывами на обед работаем. Да, у нас сроки сжатые, но как бы мы к этому объекту подготовились, так сказать, грамотно все купили заранее. На время проведения модернизации студенты переведены на дистанционный формат обучения. По окончанию капитального ремонта они вернутся в обновленные и светлые общежития. С района, с места постоянной регистрации, они обучаются в дистанционном формате, освободили место в общежитии. И мы уже начали ремонтные работы в общежитиях. Планируем уже закончить ремонтные работы и быть готовым к концу мая, в начале июня. И чтобы в начале июня пройти аккредитацию объектов.
На капитальный ремонт выделено порядка 200 миллионов рублей. Модернизация общежитий стартовала в конце апреля и завершится в начале июня. Во время проведения 8-х международных игр «Дети Азии» планируется задействовать несколько объектов СВФУ, включая 7 общежитий для проживания участников и волонтеров. В общежитиях 7.1 и 7.2 ведется капитальный ремонт, а в остальных будет проведен частичный. Впереди много работы. Главное – успеть вовремя. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Якутские кроссфитеры готовятся к выступлению на крупнейшем фестивале силовых видов спорта. На этой неделе в Красноярске в рамках Siberian Power Show пройдут соревнования по кроссфиту, на которых республику представит команда ведущих атлетов. На их тренировке побывал и Александр Хавренко. В середине 2010-х в России большую популярность приобрело новое спортивное направление – кроссфит. Выполнение комплексов упражнений, которые включают в себя работу с весами и собственным телом. Тогда же в Якутске открылся один из первых кроссфит-клубов под руководством Игната Чумчоева. За время существования клуба сам Игнат и его ученики побеждали и занимали призовые места на различных соревнованиях. Последнее на сегодняшний день победа – это 4 медали, привезенные со всероссийских игр ГТО. Игры ГТО – это проверка на выносливость, силу, гибкость, скорость. Это как кроссфит, но в реалиях России сейчас кроссфит не так сильно актуально пропагандировать, поэтому ввели вот новый вид спорта. Он раньше тоже был. 50 лет назад проводились первые игры ГТО в Сочи. И в этом году юбилейный турнир прошел на том же стадионе в Сочи, стадион «Юг». В прошлом году в Самаре на таких же играх Игнат стал 4-м и спустя год, благодаря тренировкам, выиграл золотую медаль в самой многочисленной категории – профессионалы от 18 до 39 лет. Но отдыхать спортсмену некогда. Буквально через 2 недели после игр ГТО команде предстоит выступление в Красноярске на крупнейшем фестивале силовых видов спорта Siberian Power Show. Заранее мы не знаем задания комплекса, то есть соревнований. И то, что предполагается, то, что мы предполагаем, что там будет включены, мы готовимся. Там, например, один день тяжелую атлетику совместно с кардио, другой день гимнастику, с легкими весами тоже, с тяжелой атлетикой. Но каждый день микс. То есть упражнения повторяются, но комплексы различные бывают. То есть. Александра Барашкова привезла из Сочи серебряную медаль игр ГТО в категории «Профессионалы-женщины». В морской компании на тренировках Александра чувствует себя уверенно и готова выкладываться на 100%. Мне наоборот комфортно, потому что я за мужчинами догоняю, типа. Ну, различия только в этих весовых. И бывает в количествах повторений. Уже завтра команда якутских кроссфитеров вылетает в Красноярск, где готова отдать достойный бой лучшим представителям кроссфита не только Сибири, но и всей России. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Таким увидели уходящий вторник наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в дальнейших эфирах.